Сегодня 6 организаций в сфере промышленности приняли участие на Дне открытых дверей, организованной Губинской и Центральной округами совместно с Центром занятости населения. Всего было представлено 117 вакансий, это более 150 рабочих мест. Работодатели рассказали соискателям о своих требованиях и предоставляемых условиях труда. В основном все вакансии с вахтовым методом работы. Проезд, проживание и питание оплачиваются организацией. Ищем водителей на ПАРМ, это передвижная автомастерская, получается, электрогазосварщики с аттестацией НАКС, машинисты тяжелой техники 7-8 разряда. Ну и водителя карьерных самосвалов, токаря, автоэлектрики, ну такие узкие специальности, редкие, да. Опыт работы, хоть не менее 1 года, так, удостоверение по специальности, отсутствие судимости, и годность по состоянию здоровья. Медосмотр работники проходят по нашему направлению, то есть тоже бесплатно, на наш счет. Центр занятости содействует соискателям в получении бесплатного профильного образования для трудоустройства, ведь его наличие является одним из основных требований работодателей к кандидатам. Если у соискателя нету того нужного профильного образования, да, он может обратиться в управление Центра занятости и там пройти нужное обучение и сразу же трудоустроиться из самого же центра. Помимо организаций в сфере промышленности, в ярмарке приняли участие медицинские и социальные учреждения. Таким образом, любой желающий мог получить консультацию специалистов. Это первое подобное мероприятие, проводимое Управой Центрального округа совместно с Управой Губинского округа и Центром занятости населения. В следующем году, надеюсь, тоже проведем такое мероприятие для нашего населения. Хочу, кстати, заметить то, что в Центральном округе проживает более 44 тысяч населения людей, да, и из них по официальным данным на сегодняшний день безработным состоят 1,6%. То есть это около 800 человек. Обхватываем население как можем больше. По данным Центра занятости населения, на сегодняшний день на учете по безработице состоят 1006 человек. С начала года количество безработных снизилось на 27%. Жителям Якутии представлено более 4000 вакансий. Наиболее востребованными являются технические специальности. Наталья Николаева, Артем Алексеев, Якутск.